Guten Abend, Shalom Aleichem. Lomer on hebben der volgende limit in Yiddish Deutsch. Limit 12. Behind mir wel lernen azoi Zeiten. Web hebben web sein und zwei Modal webem wollen und wissen. Zwei Modal webem wollen und wissen. Здравствуйте! Продолжаем уроки языка Yiddish Deutsch. На этом уроке 12, который 12, мы рассмотрим два глагола. Значит, это geben, это давать, дать, вот, и sein, это быть. Вот. И также рассмотрим два модальных глагола, часто встречающихся. Это wollen – хотеть и wissen – знать. Вот. Числительные будем изучать в следующем уроке. Вот так вот. 13-й урок, числительное, в общем, там число, там все такое. Значит, потому что их там много, давать на уровне детского садика, как бы, а зачем, вот, то нужно давать все. Вот, это один урок будет посвященный числительным. Вот, и рассмотрим Volkslied, это народную песню «Купите папиросен», «Койвже папиросен». Вот. Ломер он хейбом, бору хабо. Давайте начнем. Значит, начнем с глагола гебем. Гебем – это дать, давать. Значит, вот есть такое бафел формы, это повелительное наклонение. Бафел. Баффи, истребительница вампиров, какое-то кино было, там сериал или что. Вот это Баффи, бафел, это повелительница, повелевать. Ну, в общем, такие смежные сочетания. Вот. Баффи, это ее имя было. Значит, в этом глаголе сразу рассмотрим бафел формы, это повелительное наклонение. То есть, опять же, два варианта. Это ты, значит, это будет второе лицо, единственное число. И это будет вы, это второе лицо, множественное число. Надо взять газету. Что-то без газеты фон мажется. Так, вот так возьмем. Значит, по вот этой книге я говорил, все пойдет, только нужно дать сначала основные костяки грамматики, начальную форму, потому что здесь прет грамматика так незаметно, как бы, вот, зачем-то. Значит, и абсолютно это учитель по умолчанию, это вот в советской школе так учили. В учебнике ни слова о формировании предложения, о грамматических основах, о глаголах. Вот, уже дают они здесь вот предложения. Значит, не объяснив, это учитель должен кулуарно объяснять, минуя вот этот букварь. Значит, но что он в первом классе объяснит? Это на веру все нужно принимать, понимаете? Первоклассник, он не поймет вот этого вот дела. Я просто отдаю это, но это каркас, и он очень простой. Если его не знать, то вы здесь заблудитесь и потеряетесь. То есть верьте мне, верьте. Это, и учите ровно то, что я даю на вот этих белых листах. Больше пока ничего. Потому что это все основной костяк, форма, основной каркас. Можно его значительно расширить по древу туда. Уйти там в спряжение, короче, во временные формы разные, значит, страдательные залоги, там, ну, в общем, я не буду умничать сейчас в сложную грамматику, скажем так.
Но тогда это выйдет за рамки начальной школы. То есть мы учимся по этому букварю. Вот. Это вы все сможете сделать сами, если вас идиш тайч заинтересует. То есть расширить свой кругозор, расширить свои знания. Поскольку еще не было ни одного комментария, их и не будет, потому что на международном идиш-центре, это Yiddish International Center, YouTube-канале подписано всего лишь 1200 человек или 1100. Вот. Это за, там, допустим, 12-13 лет существования этого канала, с момента его регистрации. Понимаете, 1200 подписчиков на идиш, это ну как-то унизительно. Другое дело, что контент у них там, они его только хвалят и показывают, где он встречается, вот, но не учат ничему, ни бельмеса. Вот. И рассказывают, как Ираклий Андроников, как кто-то там ездил на Вильямсбург-стрит в Нью-Йорк, значит, и там каждого хасида он понимал через 3 хасидов на 4, потому что они не выговаривают половину звуков, консонант. Вот. Они R не выговаривают, ну, это их дело, короче, я не это самое, потому что я так делал в детстве, брат так делал, только меня повели к логопеду, я его испугался и сразу заговорил, не входя к логопеду. А брат, его пытались переучить на нормальную R, это обычную, с Р, вот, но логопед заговорил Р, это, ну его не научили, то есть он плюнул и перестал туда ходить, это в детстве еще, в советском было. Вот. Но я выправился, я просто врачей боюсь, это самое, как тот кричал, там, не знаю, уместно это или нет, вредители там или что-то такое, в какой-то степени да. Вот, то есть там они человека воспринимают как ярлык, вот, и сразу ему шьют какое-то лекарство, невзирая, примет его организм это лекарство, не примет, на это внимание не обращается. Болезнь, диагноз, ярлык, вот лечение, все, робот, все, свободен. Это уже сдохнешь от этой таблетки, это никого не интересует, или от капельницы там, или что-то еще. По шаблону там все роботизировано. Ну это, поэтому я объяснил, почему вредить. Это самое, здесь в какой-то степени, то есть вот эти раввины, там лекции, идиш-канал, значит, идиш-центр, хасиды, вот, они половину звуков не выговаривают, их сложно понять, это понятно, значит, они не считают нужным вообще выговаривать эти звуки. Зачем они им? Они их напрягают. Вот. Ну, у нас такого нет, мы все выговариваем, вот, наверное. Так вот, комментариев, возвращаемся, пока нету, я поэтому расширенный идиш, сложный, не даю. Вот воздержусь я. Все будем при делах этой книжки, но отступать от числительной я дам сложно, довольно-таки. Это чтобы 25 раз к ним не возвращаться. Это такая тема, что ее надо дать один раз и все. Вот. Но это будет в следующем. В общем, прелюдия длинная получается. Давайте непосредственно к баффел формы, это повелительное наклонение глагола гэбом. Вот, чтобы не растягивать это дело. Значит, что у нас здесь есть? Опять, второе лицо единственное число и второе лицо множественное число. Это ты и вы. Значит, как сказать гиб, да, это дай. Вот, там, дай. Там, let me think, да, в английском. Дай мне подумать. Или let's see, дай глянуть. Вот тут дай то же самое. Гиб будет. Если, видите, инфинитив будет. Вот он. Гэбым, вы помните, ПМБМ, это я напоминаю. Значит, инфинитив гэбым, вот он. Вот, и повелительное наклонение на ты идет у нас как гиб. Вот оно. И восклицательный знак, обязательно, повелительное наклонение. Вот. И вторая форма, это дайте, это гид, это вы. Вы помните, я еще раз напоминаю, видишь, нету, вы это уважение к одному. Видишь, вы это два множественное число и более. Вот. Это значит множественное число, вы. То есть вот гид, вот, это дайте, вы. Вот. Значит, кстати, пример здесь есть. Вот что-то вспомнился. 73-го года фильм «Приключения Раввина Якова». Отличное кино, но с одной маленькой оговоркой в переводе советского еще переводчика. Моновская дорожка, плохо слышно, заниженная громкость, перевод отпад. Все 4 варианта перевода. Останкина, там УРТ, еще что-то там, Михалевы, там может быть еще какие-то, фуфло полное. Вот тот перевод советский, вот они там именно перевели так, как действительно сказали бы, в общем, раввины там, в общем, наши люди. Вот.
Короче, именно перевод был именно вот этот юморной, только в советском варианте. Так вот, Ллойд де Фюнес, когда они в раввинов с этим Зельберманом или Зильберманом, кстати, это два разных слова. Зелп это как self в английском, это само, себе, там такое. Вот. И Зильбер это серебро. Значит, то есть, там приехала тетя Хана, они в аэропорту как раз на нее наткнулись, а тех раввинов повязали в туалете настоящих, сами в их робу, одежду в их переоделись. Значит, и вышли, значит, и пока этим Зильберманом, арабом переодетым, занималась тетя Хана, женить его там все время пыталась. Кстати, это вот почему у нас нет свах? Вот это очень большой недостаток. Это, ну, в интернете сайт, это фуфло, там разводняки. Вот раньше были свахи, это очень полезное дело было среди, кстати, еврейских кварталов. Вот, она там как раз такую сваху и представляла. Вот. И вот она пока им занималась, пыталась там узнать, сколько ему лет, там, ну, чтобы пару ему найти. Там. Все это в аэропорту происходит. Ллойд де Фюнеса атаковали дети, по кругу вокруг него начали бегать. А он нагнулся над ними и говорит, гид, 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 гид. И рукой так по жопе, гид, гид, гид. Это вот гид, вы теперь знаете, что это значит. Вот, кстати, там идиш. Все, что они в аэропорту говорили, там идиш ивритное, вот, и идиш-консультант был фуфловый. Но то, что у них на квартале еврейском творилось, кошер флейш, это кошерное мясо, там все, там на витринах идиш надписи, вот, а встречающая раввина, согласно религиозным традициям, на иврите. Вот, вот это все правильно, там я никаких возражений не могу провести. Вот. Но бывает, вот в Умане в частности, витрины путают. Что-то на идиш, что-то на иврите. Это недопустимо, это нужно разделять обязательно, потому что все спутается. Даже гебраизмы в идиш вкраплены с арамейского. Они иврит как бы оминули, как у нас в украинской мове кажут. Это обошли. Вот. То есть они похожи на ивритские, вот, египетско-арабские там или как. Ну там много смешалось. Вот. Оно там все похоже, регионально похоже. Вот. Но они к арамейскому ближе, гебраизму видишь, чем к ивриту. Это 100%. Вот это запомните. Значит, так вот, к гиту возвращаемся. Вы теперь знаете, что такое гит. Вот. Это, значит, дайте вы. Вот. Да, дайте вы. Теперь у нас есть, значит, кегенвард. Кегенвард, это, запомните, это настоящее время. Кегенвард. Вот. Цукунтик это будущий. Значит, и вот настоящий получается Кегенвард. Дальше. Энсол. Вы знаете, это единственное число. Это цол число, n 1. Ну, числительно еще не проходили, но n вы можете из немецкого даже вспомнить там. Вот. Значит, ну хотя его сюда лучше не впутывать, потому что это очень сложно будет вам. Да. Я даю, да. Значит, и вот у нас есть настоящее время, единственное число. Как сказать, я даю. Вот их гиб. Вот, то есть это как дай будет, только без восклицательного знака. Здесь есть, да, гиб, восклицательный знак. Вот, мы говорим, я даю, да. Вот, это получается их гиб. Вот, это у нас первое лицо, единственное число. Ну, это вам не обязательно запоминать. Просто запомните, я даю, это их гиб. Вот. Это мы к хобм, вот это, глаголу возвращаемся, и отсылка идет на него. Тут созвучно многое. Это каркас и конструкция. Это основные такие костяки, которые друг на друга похожи. Вот. Где они будут отличаться, я покажу. Дальше. Он дает. Да? Она, оно. Зи, эс. Вот это, помните, эр, дуэр, зимир. Да, я давал. То есть это зи, эс. Это она, оно, значит, и R это он. R гид. Это тоже как гид вы, только без восклицательного знака. Помните, что гид у нас тут есть, это повелительное наклонение. Здесь у нас нету. Вот R гид, да, просто. Это он дает. Настоящее время. Это, чтобы не путались. Теперь вот эта наша форма, в кавычках любимая, значит, ну, тем не менее она есть, это ду, второе лицо, единственное число. Значит, как сказать, павлиний хвост сразу вспоминаем, ст, он большой, там вы уже тесом не отмажетесь, там самех и тес идет, это павлиний хвост, это я его так называю, вам можно не называть. Значит, ду, гист,
Вот, я выделил здесь зеленым, чтобы вы видели, да, форму. Вот. Du gibst. Вот это ты даешь. Ты даешь. Вот. Теперь, значит, мерцол. Мэр это либо морковка, либо большой или много. Филин еще много. Но это более полный. В общем, ладно, это я путаюсь уже, ухожу. Подзасыпать начинаю. Дальше, мерцол. Так не дадим же ему скучать. Да? Мир гибум. Вот мерцол это множественное число у нас будет. Это, как сказать, мы даем. Мир гибум, мы даем, да? Они дают. Зей гибум. Вы помните, что мир и зей, это мы и они, одинаково с инфинитивом будет в основном. Вот. И теперь остается последняя форма, второе лицо, множественное число. Это вы, вот этот ир, дуир за мир, да? Вот, ир, это ир, гит. Вот оно будет точно так же, как и вы по аналогии с хобом и другими инфинитивами, с таблицами. Вы помните, что тес в конце добавляется и все. Вот это здесь вот оно точно так же соблюдается. Значит, вы смотрите, чтобы я много не базикал. Мы даем, они дают, вы даете, да? Это тут у нас, значит, мы, они одинаково. Вот оно повторяется. Вот. Окончание, хвост, это, смотрите, основу слова и окончание сразу, да? И вот этот гид, он точно такой же, как и здесь. Это он, она, оно дает. Вот так вот. Теперь, где это применяется? То есть, еще раз, их гиб, РС, значит, зи, это гид, ду, гист, павлиний хвост. Дальше, ир гибым, зей гибым, ир гид. Вот, я перечислил, что вам надо знать. То есть, больше никуда не лезьте, пока ничего не трогаете, не учите. Это потому, что если вы полезете самостоятельно, вы выбьетесь из того, что я вам даю. Вот, я не знаю уже, куда вы полезете, в Фальковича или в Шапира Шульмана, вот, или в Сандлера, там еще куда-то дальше. Значит, то есть, там будет перекрышку с тем, что я даю. Я даю относительно вот этого букваря, Алефбейса, Лернбух, вот этого. Proven Lernbuch, это пробный учебник. Вот, на уровне детского, вот, чтобы оно заходило качественно и поступательно, и хорошо усваивалось, как детское питание. Вот так. Значит, давайте по предложениям пробежимся, чтобы понятные примеры были. Их гиб, дем, швестер, значит, ахефт. Вот что я сказал? Их гиб, дем, швестер, ахефт. Вы знаете, швестер сестра из немецкого даже, ну не впутывайте его сюда. И вот я прошу просто не впутывать. Потому что если только вы влезете с немецким, я даже в некоторых местах английский сюда вплетаю, потому что немецкого я никогда не учил, я не знаю вообще, что это. Вот. Вплетаю английский сюда и тут же себя отдергиваю мощно так вот внутри, это самое, чтобы я не лез сюда с этим. Вот это, но он сам влезает, я ничего не могу сделать, но я его щелбаном вот так вышвыриваю. Это потому что он мешает. Это нельзя их вообще, короче, мухи отдельно, котлеты отдельно. Идиш отдельно, остальные языки отдельно. Вот так вот. Иначе у вас все в голове каша перепутается, и вы от сравнений скривитесь так. Что это такое, там, что это, от чего мы это уже учили в немецком, а там оно не так, а зачем мы это второй раз будем переучивать, понимаете? Вот вы забудьте, еще раз я говорил это уже, забудьте за остальные языки, нет их. Вот. Есть мамы Лошин, это у меня русский, допустим, да, язык матери. Вот. И, допустим, второй мамы Лошин это язык предков. Вот. Это алтер, да, это предки, получается. Это уже идиш получается, потому что у меня там караимы есть по линии матери, вот, и тут ашкеназы по линии отца. Там сложное вообще раствор. Это уже надо разбираться более детально. Это не тема этого видео. Так вот, предложение. Что я сказал? Их гиб дем швестер а хефт. Это я дал сестре тетрадь. Это дем, это кому чему.
там падежные вариации существительных, вот, это уже считается сложная грамматика. Вот. Если оно попадется мне где-то в этом букваре, в детском школьном, то я его обязательно дам. Буду вставлять вот это вот так нахально. Вот. Это сейчас мы отошли от букваря, потому что мы дальше не тронемся. В букваре затронута сложнота и не объяснена, как она получилась. Так язык не изучают, так он не зайдет, вы получите отвращение и непонятки. А все непонятки вызывают отторжение. Вот. Поэтому они должны быть разобраны на молекулы, все непонятки. И все разложено в голове, как Шерлок Холмс говорил про свою голову и чердак, на котором полный порядок и нужны ему вещи. Вот. Дальше. Ich geb dem Schwester a Heft. Heft это тетрадь, значит, Блайер карандаш, это школьные дела там. Вот. Я дал сестре тетрадь. Дальше. Ну вот можете посмотреть, как пишется. Ich geb dem Schwester, потому что я дал, вы знаете, эта форма, я ее давал здесь вот, где она идет. Я даю, да? Это, то есть я даю, получается, это настоящее время, я все время в прошедшее ухожу. Это там партиципы, это сложно. Это... Да. Ich geb, значит, да, я даю dem Schwester, сестре a Heft, тетрадь. Дальше что у нас тут? Du gibst, ты даешь мир мне, а Бух, книгу. Смотрим. Du gibst мир, а Бух. Так, ты даешь мне книгу. Дальше. Ир. Вот это вам домашнее задание, значит, на дом. Кстати, домашнее задание надо было проверить. Но я сейчас дам следующее, проверим предыдущее. Это просто, чтобы вы, скажем так, не шарились. Вот, что-то делали. Ир, домашнее задание. Ир, это вы что-то делаете сейчас, да, с формой гиб, вот, значит, и дальше идет у нас что тут? Унс, это нам обрыв, письмо. Это вы даете нам письмо. Ир, там вам надо вставить, да, нам письмо. Дальше, зей, они дают, дир, тебе, лернбух. Это я писал писака, що не розбере собака. Это у нас так говорят. Так. Это, то есть вам надо вставить сюда, согласно вот этой таблице. То есть рисуйте ее. Вот, я сейчас подержу вот так вот. Чтобы вы видели, да? Вот она. Вот такая табличка. Значит, можно чуть ближе, нет, чуть ближе, это уже будет чересчур. Так вот где-то. Все, значит, вам вставить сюда вот эти две формы надо будет. Согласно вот таблице, которую я только что показал. В предыдущее задание, значит, интересно. Домашнее задание. Я давал, значит, arbeiten, это работать, да. Дальше schmuesen, это беседовать. И дальше trachten, это думать. Основное значение слова думать. Это. И вот надо было образовать окончание, значит, ты, он, она, там, ну, в общем, с ду, с формой ду. Это павлиний хвост, самая сложная форма. Вот. Так вот, вот ответы я сразу даю, короче. Вот. Арбетсты. Раз. Дальше. Что тут? Шмуэст. Шмуэст. Да. И дальше трахтсты. Вот, это с формой ду мы образовали, напоминаю. Вот. Но тут я бы хотел остановиться, есть такое мерять, измерять, это месен. Вот. Месен, зей, мир будет точно так же, как инфинитив. Зей, мир это они, мы. Да, вы помните это, я коротко сейчас. Как тот в короне Российской империи говорит, вы все вы знаете Ветхий Завет, говорит, но я коротко напомню его содержание. И на 5 часов там Авраам родил. Те уже спят, стоят, а где ж корона? Ну, в общем, ладно. Так вот я коротко. Месен, да, это измерять.
Это вот мир из A точно так же будет. Вот. Но тут есть еще do, это mest, да, а R, Z, S и IR точно так же будет, получается, mest. Вот это интересно здесь. Видите? То есть окончание, вот его выделить можно. Я его красным покажу. Вот. Вот это интересно. Окончание, да? Вот мы смотрим. Mest будет во всех этих случаях. И в do будет mest, да, и во всех этих. Вот. Но вы спросите, я вам говорил, что, значит, получается, если у вас в инфинитиве присутствует, значит, тес в инфинитиве, вот, она есть, то у вас обязательно она никуда не выпадает, а к ней еще st добавляется. То есть будет tst. Во всех остальных случаях добавляется только tes. Вот нету tes в слове, допустим, да? Вот. Допустим, шмуэс, да, беседовать. То вы просто берете окончание, опускаете и к основе слова, к самеху, тес добавляете. Но tst тут никак не будет. Почему? Потому что теса не было в инфинитиве изначально. Все от него зависит. Я говорил уже. А здесь уже tst получается. Вот. Видите, tst. Это инфинитив был тын. Вот. И тут tst. Вот это вот очень важно. А здесь почему? Еще раз объясню. Почему в mest это будет в форме do mest, и почему эти все формы тоже будет mest. Вот. Вы скажете, что оно из ряда выбивается. Вот, казалось бы, шмуэсн инфинитив, да, и месн тоже инфинитив. Но будет шмуэст, это и мест. Вот, пожалуйста. Это в форме do, я вам сказал. Напоминаю, где она? Вот она. Вот. И точно так же будет и в остальных формах. Почему? Потому что у вас в инфинитиве теса не было, и он, соответственно, добавляется. И все. Это самех никуда не выпадает. Выпадает только нун, лангер нун. Так, в общем, вы поняли. То есть тут комбинаций немного, но они есть, и они легче, чем в немецком, и вы говорите. То есть их запомнить просто надо. По ситуации, как формируются окончания в формах лиц, в глаголах. Вот инфинитива образованных. Теперь, думаю, что же дальше делать. Ага. У нас есть глагол. Так, чтобы я бумаги здесь не перепутал, то они одна на другую наслаиваются. Ага, хобом это с прошлого урока. Убрать. Так, здесь, значит, домашнее задание вы видели. Вставить здесь, заполнить пробелы. По гэбам. То есть ир, значит, и зей вам надо, значит, что тут? Унс, да, здесь унс. А, значит, бриф это письмо, сложно читать мне все в зеркальном этом самом. И зей, значит, что-то там. Дир это тебе, они тебе, значит, что-то тут, что у нас тут? Лернбух, учебник. То есть дают вставить. Вы даете, и они дают тебе. Вот так вот. Это вам надо. Теперь. Следующее у нас с гэбом понятно. Быть это sein. Вот. Это верб, глагол. Но сейчас важное отступление. Base, вот буква есть, да, где она там у нас? Вот она. Да, вы знаете ее. Вот. Это еще, если base перевести, то это еще получается, значит, по переводу как когда. Но это как гебраизм. Это он проходит. Вот. Его перевести уже когда. Вот.
Так вот, есть такая штука при переводе слова sein, как, значит, possessive pronoun. Possessive pronoun. Это притяжательное местоимение. Possessive pronoun. Это, и оно будет, вот это sein, быть, да? Вот, sein, это инфинитив, допустим. Он в possessive pronoun переводится как его, ему. Вот, это вы должны знать, что это еще не панацея, вот это sein, быть и все, столб. Это самое. Это вот если в сложное уходить туда дальше, в падежное там всякие вот, дела, которые там дальше в сложной грамматике присутствуют. Вот там оно вам встретится в предложении, в тексте, значит, в чем угодно. Как его, ему еще оно может попасться. Вот. В притяжательном местоимении. Это форма притяжательного местоимения. Теперь, значит, Baffel forms. Это повелительные формы глагола sein. Значит, получается, будь, да, ты будь, значит, и будьте, соответственно, это sei, и seid будьте. Вот. Sei, видите, и тут дифтонг идет, это и seid будьте. Почему говорят seid gesund? Это будьте вы здоровы, это, допустим, к семье обращение, к двум людям, значит, это не к вы, как к уважаемому, а если ты хочешь сказать ты, то есть sei gesund, sei, все, sei gesund, это к одному, получается, ты будь здоров. Это, ну, это как прощание там такое. Так, значит, можно сказать, оставайтесь здоровыми, bleib gesund, или bleibt, вы оставайтесь gesund. Вот. Ну, с этим понятно. Теперь настоящее время, это Gegenwart, значит, ein Soll, единственное число. То есть, вот тут вот, внимание, значит, ну вот как есть. Вот, смотрите. Вот оно вот быть, это не полный перевод. Здесь важно, вот что я здесь есть. Я здесь есть. Значит, вот у нас получается ich bin do. Это я, это вот если дословно, да. Я здесь, но это я здесь, это я здесь. Это вот, а это именно я здесь есть. Вот так вот это. То есть есть по умолчанию в скобках, но вы его не произносите. Вот так вот. Вот. Теперь он здесь есть. Это как? Или она, оно. Sie, es, er, вот, is, do. То есть уже bin, вместо бина is появляется. Вы видите? Вот. Вместо бина появляется is. Обратите внимание сюда. Это очень важно. Вот это вот. Это, ну, к основам основ идиша относится. Это не принять, не понять, пропустить, проехать, поверхностно ухватить ни в коем случае нельзя. Вот здесь вот сосредоточьтесь. Значит, бин на is. То есть у нас было бин, там где я, да, а уже он, она, оно, is появилось. Теперь смотрим, как сказать, ты здесь есть. Вот этот павлиний хвост вплетается. Du bist do. То есть st у нас остается. Вы видите? То есть bin сменилось на bist. А is у нас только в одном, это настоящее время, я помню. Здесь и сейчас он есть. Это вот, видите? То есть вот это он, она, оно, вот, это будет только с изом. Дальше bin и bist. Вы общности ловите. Bin и bist. Это я и ты, получается. Ты здесь есть. Вот, теперь дальше. Мерцол, множественное число. Мы здесь есть. Это что? Мир, напоминаю, глагол sein, да? Но пока что sein нам не встречался. Были формы bin, is и bist. А теперь она появляется. Мир seinen. Это мы здесь есть. Мир seinen до. Ну, до я тут упустил. Вот. Мир. Давайте ручкой будем показывать, а то. Значит, мир seinen до. До я здесь опустил. То есть, что это такое? Значит, мы здесь есть. Но что вот это, спросите, что это в скобках? Так вот это в скобках seinen.
Вот, почему в скобках? Его избегают. Это староадамовский, старопортофранковский идиш. Короче, это еще за царя Дымка, скажем так. Но оно используется и встречается в песнях. Допустим, в Черебиме там Зенен Аллах Хасидим Труканен Ройс Нордерреба из Ройс Анасер. Вот это Зенен Аллах Хасидим, вот, Труканен Ройс. Это вышли сухими все хасиды, вот, Нордерреба, только Равин из Аройс, это он, почему из, вот вам пример, из Аройс Анасер. Анасер это мокрый, вот, нас мокро, да, это зис сладкий, вот, трукене, это трукене сухой, вот, ну не важно. Важно, что вы уловили, что в скобках есть вот эта вот форма. Она встречается в фольклоре. Это песни писаны еще там, в депрессию великую, короче, Аль Капоне. В общем, это те времена, понимаете, когда эти песни писаны. Вот, на идиш. И они до сих пор дошли, ну, попадаются даже в неизмененном виде. Вот как я папиросом нашел. Вот. Так вот, Зенен там будет встречаться вам. Дальше. Они здесь есть, да, это, будет точно так же, Зайнен. Это потому что вы знаете, что мы, они, тут можно даже знак равенства поставить, что там греха таить. Вот. Чтобы вы себе представляли. Вот так вот. И вот так вот. Эти формы, вы уже их должны ловить и отличать. Вот, мы, они, знак равенства. То есть тут ничего не поменялось, тут вот. Я тут только до дописал, потому что здесь просто это здесь. Вот. Но в общем-то, если до не говорить, зей, зайнен, это они здесь. Вот. Но контекст тогда непонятен, понимаете? Поэтому дописали до. Это как здесь уже точно, 100%. Теперь вы здесь есть, да, вот такая форма тоже. Вы и ду, ты. Это такие две очень щекотливые формы. Она обычно, вот это ир, совпадает с р, зи, с. Вот. И тут, значит, вот тут я говорил, что я буду показывать, где она не совпадает. Вот тут она как раз и не совпадает, потому что там р, зи, с, там из, получается, вы помните, да? Вот оно, из. р, зи, с, из. А тут вот оно уже с общим окончанием не пройдет, потому что здесь уже появляется зайт. Вот, здесь уже зайт. Это как в повелительном наклонении мы возвращаемся. Да? Будьте вы, вот, и тут оно точно так же слизано. Зайт. То есть ир зайт до. Или зент. Вот это еще запомните, тоже попадется вам. То есть вы здесь есть. До это вот здесь. Здесь, до. Да? Это или просто вы есть, это ир зайт. Так, теперь давайте примеры рассмотрим. Их, вот допустим, как сказать, я рабочий. Да? Где оно используется? Вот это зайн, значит, и все его формы. Вот как сказать, я рабочий, допустим. Ich bin ein Arbeiter. Вот. Вы знаете, что неопределенный артикль an будет в том случае, если будет дифтонг или гласная буква в начале следующего слова. Вот. Я вам говорил уже, по-моему, это. То есть, вот, смотрим. Ich bin, форма, да, это я, есть. Вот. Дальше an, неопределенный артикль. Почему? Потому что здесь arbeiter, рабочий, начинается с алеф. С алеф начинается. Вот. Это алеф пасех. Где мы тут ушли? Вот оно. Да? Мид пасех. Вот. Дальше. Значит, где она? Вопрос. Это, значит, ву из зи. Вопросительный знак. Ву из зи. Вопросительный знак. Вот. Почему это
Почему? Смотрим таблицу, быстренько возвращаемся. Потому что она, вот она у нас, да, будет из. Через из пишется. Вот она, из. Значит, следовательно, вопрос как формируется? Ву из зи. Вопрос. Где она? Шершеля фам. Ищите женщину. Так. Дальше. Ву зенен зей. А можно найти не ту, которая тебе нужна. Ну, для этого тарология есть. Дальше. Ву зенен зей. Это где, значит, где они? Вот вам пример зенена, как он может использоваться. Может быть зайнен здесь. Вот. Но я вам скажу, что зенен используется, чем дальше от Германии, тем чаще будет зенен использоваться. Вот так вот. А в Германии зайнен бы сказали. То есть там больше эту форму уважают. Ну, это не полное объяснение, есть еще одно объяснение. Но оно сложное, я вам его сейчас давать воздержусь не буду. Потому что вы еще не учили много чего, чтобы объяснять вам, когда зайнен, когда зенен. Просто это сложно. Ву зенен зей. Ву зенен зей. Пока запомните вот так вот, что оно может и в том виде быть, и в том. Оба варианта. То есть это где они есть, где они. Дальше. Зи, она она в Николаеве, да? Зис ин Николаев. Смотрим. Зи из ин Николаев. Это ответ на вопрос, где она. Она в Николаеве. Дальше. Der Tate und die Mame seinen in der Heim. Что это такое? Это папа и мама. Это как конкретные этот папа и эта мама, потому что определенные артикли присутствуют. Зенен это есть сейчас. Значит, пребывают. In der Heim. Heim это дом, вы помните. Штуб еще дом. Но это дом как изба больше. Вот. Ну, Heim тоже дом. Мы это проходили, ЛБС, когда учили слово. То есть, der Tate und die Mame seinen in der Heim. Смотрим это предложение. Я тут что-то не поставил, как курица лапой. Der Tate und die Mame seinen. Можно seinen использовать. Никаких не будет, никто к вам не придерется. Seinen in der Heim. Heim, вы знаете, дом. Дальше, что тут еще? Значит, домашнее задание. Проставить du, значит, ты, что-то там есть, да? А, значит, шлоссер. Шлоссер это слесарь. Это, то есть, вот проставить согласно таблице. Это дома. А шлоссер, да? Ты там слесарь, допустим. Ты есть слесарь. Вот дальше. Ир, вы, допустим, есть. Ди Хорепашникес, это труженики. Хорепашникес, да? Вот. Слово это запомните, оно длинное, вот, но такое оно ударное. Вот. Ир, вы есть, значит, ди Хорепашникес. Труженики. Так, с этим понятно. То есть дома заполнить эти формы, вставить сюда. Это. На следующем уроке проверю. Дальше. Идиш мне поднимает настроение. А то все очень пасмурно. Dull, everything dull and too boring. Что ты на идиш это не сказал? Не хочу, сейчас обучалка идет. Дальше. Значит, у нас есть такие штуки в идиш, как модальные глаголы. Их целый ряд. Вот. Они отдельной такой грамматической, скажем так, строкой вписаны в грамматику идиша. Вот. Какие-то глаголы. Вам их запоминать не надо, но два из них я дам подробно. Потому что они встречаются будут повсеместно. Я еще написал, что они часто встречающиеся. Вот. Модальных глаголов у нас несколько.
какие там они бывают? Дарфен, да, значит, кен, кон, музен, золн и торн. Вот это все вариации на тему можно-нельзя. Вот такое вот. Можно, следует, надо. Вот такое вот. Как в английском must, have to, I have to там, допустим. Вот это все вариации на тему надо, следует, возможно, вынужден. Это мус это вынужден или... Вот. Значит, и среди них я не назвал велн и висн. Вот. Велн это хотеть, висн это знать. Вот. Это два отдельных павлина здесь в этой теме, в модальных глаголах, на которые нужно обратить особое внимание на начальном этапе обучения, потому что дальше павлинами будут другие. Это золн, вот, лозен там как вариант, ну это золн в основном. Значит, и кон, кен там, ну, это дарфен часто, значит, музен не так часто, торн тоже не так часто. Вот. Но вас сейчас должно интересовать два модальных глагола на этом уроке. Это на них сосредоточьтесь. Велн и висен. Посмотрите на них. Вот они. Значит, я написал, что это, вот подчеркнул красным, что это частые, часто встречающиеся. Пока. На начальном этапе. Велн хотеть, висен знать. Вот. Какие есть у них формы? Почему на них нужно обратить внимание и выучить их? Это все, что я даю на белых листах, это заучить. И все, точка. Пункт. Вот. Короче, их will, вы видите, ein сменяется на ют. Вот. Ein на ют сменяется. То есть было слово well, да, это нетипично. Это смена корневой гласной получается. То есть вы уже должны это наматывать на ус, что называется. Что тут такие шняги, штуки, вариации встречаются. Вот. Well было у нас изначально, это инфинитив. Надо подписать. Вот. Значит, инфинитив. Значит, will это у нас их. Дальше смотрим. Значит, will точно так же будет er, sie. Это он, она, оно. Да? Это никакого здесь ничего не добавляется. Как я, так и вот это вот внимание здесь. Значит, на запоминание. Это уже в режиме робота запомнить надо. Вот. И дальше, значит, у нас получается they и мир это will. То есть вы знаете, что тут никаких нету выпендрежев, кроме изменения корневой гласной. То есть ein сменилось на ют. Вот. Но окончание, весь набор основной остался. То есть инфинитив у нас хотеть. Это мы хотим, они хотят. Вот так вот. И здесь получается вы хотите, wilt, ничего не поменялось, тес в конце. Но изменилась гласная по-прежнему измененная. Вот. И дальше павлиний хвост у нас не поменялся, но гласная измененная. То есть willst, willst. Вот. Это форма do. Она обособленная, вы помните. Она держится отдельным порядком. Вот. Дальше. Значит, с этим вы поняли. То есть ein сменилась на ют. И в этом весь прикол. Но в форме эра, это он. И зи, она, нету никаких дополнительных окончаний. То есть гуляет оно точно так же, как и их, это я. Вот. Следующее слово, wissen. Это знать. Второй модальный глагол разбираем. Вот. Можете немножко гордиться, поднять нос кверху, хвост пистолетом. Это уже элементы сложной грамматики. Вот. Значит, wissen было, ют у нас, да, вот я красным выделил. Вот. Но стало их вейс, видите, это я в настоящее время знаю. Это часто в песнях встречается, в танго, там где-то их вейс, там амол их вейс. Вот это я знаю, да. Значит, дальше идем у нас.
ZR. Тут надо Z написать было. ZR у нас будет, внимание здесь, два разных возможных варианта. Первый вариант. Значит, у нас получается Waze точно так же, как и здесь, и в предыдущем. Ничего мы не имеем в конце. Значит, но у нас может быть и Waste. Понимаете, это уже по аналогии с вот этой формой. То есть окончание, вы знаете, что вот ir, оно похоже на вот эту вот форму. Это только числа разные. Здесь множественное, здесь единственное. Вот. То есть тут ошибкой будет дописать wild. Это ошибкой будет, потому что оно встречается в других, это уже отдельное другое слово, по словарю по-другому переводится. Понимаете? Увидишь, приняли решение, что нету такого слова. Если вы допишете тест сюда, вот, то это будет ошибка. Значит, но тут это не будет ошибка, если вы его не допишете. Если допишете, тоже не будет ошибкой. То есть знать это не считается ошибкой. Оно тут проходит, можете пользоваться привычной формой. Вот так вот, то есть waste. Вот, дальше идем. Wesen, это мы, они, wesen, да? Было wisen, инфинитив. Вот. И дальше идет waste, это павлиний хвост, вы помните do. Да? То есть тут получается одинаково. Что do, что ir. Вот так вот. Это и также и z, ну, в общем, сами смотрите. То есть, чтобы это не сливалось, они разрешили, очевидно, здесь не писать тест. Понимаете, чтобы не было три одинаковых формы. Потому что это получается essen или messen. Вот те глаголы. Там тоже все идет подряд. Mest, est. Вот, это все глагольные формы практически, кроме множественного числа. Это кроме мир и зей. Там уже лангернум в конце добавляется. То есть вы должны понимать, о чем я говорю. Если вы не понимаете, выключайте сразу. Это, на этом этапе обучения вы уже должны въезжать, то, что я говорю. То есть вот эти две строчки, я уже не знаю проще как объяснять, запомнить, нафиг выучить, зазубрить. Все, больше я не показываю. Значит, к этому уже не возвращаемся. Где-то так. Ви ир wild. Это как хотите. Вот, кстати, ви ир wild. Как вы хотите. Вот, смотрим, согласно таблице. Ви ир wild. Вот, дальше. Можно было бы закруглиться, вот, но у нас есть по графику урока, по плану, продолжение разбора народных песен и фольклора, который помогает в изучении языка идиш, идиш-тайч. Идиш-тайч это разговорный идиш, сленгово-жаргонный, народный, вот такой, такой, какой он есть, собственно. Потому что есть книжно-буквоедско-литературный, вот, но мы оба рассматриваем варианта в режиме тайча. Вот. Нельзя отходить, один отделять от другого. Иначе вы, как тот Лившиц, по-моему, попал, сядет и рассказывает, как он приехал в Венгрию, в Литву, еще куда-то. И там он через второго на третьего кого-то понимал, там он через одного на второго кого-то понимал. И почему-то все время кого-то не понимал. Вот. Это правильно, потому что тот звуки, буквы не выговаривает, тот их вообще не считает нужным произносить, а через них как-то говорит. Вот. Ну и у каждого подмесь своего венгерского, еще какого-то, значит, и в итоге там такое, что действительно об этом можно только сидеть в режиме Иракли Андроникова рассказывать. Это интересно, вот, но язык от этого не освоишь. Я вам сказал, что без фольклорного элемента в изучении языка вы тайч не освоите, разговорный. Вот. Только классическо-литературный, как переводчик, это неинтересно. Вот. Так вот, давайте к нашим баранкам. Zu unser Bagel. Это к нашим бубликам, баранкам. Zu unser Bagel. Вот. Uns это нам, а unser это наш. Наши, там такое. Так.
Значит, куплет песни, значит, продолжаем. Их хопшуен ниткейн коех мэр арум цугейн ингас. Хунгерик ун абгерисен фундам реген нас. Перевод потом. Значит, их шлеп арумзих фун багинен кейнер гитнит цуфардинен алла лахен махен фун миршпас. Купите коефт же швейбелых антикен дермит вот ир айосамл дерквикен. Я раздельно говорю, чтобы вы понимали. Примерно. Отделяю. Вот. Умзист mein Schrein und mein Läufen, keiner will bei mir nicht kaufen. Euch gehen well, ich müssen wie Hund. А теперь перевод. Это, значит, это кусок был очередной этой песни. Давайте пробежимся. Я не знаю, как его дать. Я не помню, как я в тот раз его давал. Да что ж такое, где эти листы? Вот они. Ну я давал в рукописной форме. Сейчас тут подчеркнем. Давайте. Гебраизмы я красным повыделял и подозрительные окончания. Ну, в общем, посмотрим. Значит, куплет. Да, ничего не видно. Лампа просвечивает лист насквозь. Просто можно было почаще эти уроки записывать, но у меня часто нету тонуса. Тут то буря магнитная, то солнце, то уставший пришел, то еще что-то. Приходится ночью выспаться и ночью всем этим заниматься. Поэтому я здороваюсь как добрый вечер или прощаюсь как хорошей ночи. Вот такое. Потому что действительно ночью все. Днем нет совершенно на это времени. Все, свет отвлекает, понимаете, все, глаза уходят, зрение не туда, а ночью ты абстрагируешься вот между камерой и собой, настраиваешься на урок. Вот это удобнее. Ну, неважно. Значит, смотрим. Их, это куплет идет, да? Их хоп шоен нит кейн коех, значит, мэр арум цугейн ингас. Вот. Теперь что такое? Их я хоп, вы знаете, что такое хоп. Значит, проходили на том уроке. Это имею, но это не переводится. У меня есть, да? Это, но тут идет дальше нит кейн. Нит кейн, вы нит знаете, это не кейн, это утверждение отрицания. Вот. Отрицательный такой кусок. То есть 100%. То есть он говорит о том, что я не имею нит кейн. А дальше идет гебраизм, я его красным выделил, коэх. Вот как он в совете Шехеймланд пишется. Покажу, значит. Коэх, это, значит, Лангерхоф в конце. Так, неудачно изобразил. Вот это вот будет арамейский. Коэх. Да? Вот. Я все-таки настаиваю, есть разные версии, вот, что гебраизмы в идиш обошли иврит и залезли с арамейского. Вот что-то я вот настаиваю на этой версии. Может быть, она окажется правильной. Это профессура нужна уже более опытная, лингвисты там и прочие, которые могут это подтвердить. Ну, в общем, на начальном этапе я бы хотел, чтобы вот к вам вот так вот это зашло. Это всегда нужно разделять, тогда легче изучение пойдет. Отделяя, у вас легче будет это все проходить, чтобы не спутывалось в сознании один язык с другим. Вот так вот. И арамейский, он в кабале присутствует, поэтому он предпочтительный. Это и кабала с идиш связанная, потому что там и Цадик Нахман, в общем, Ребе Нахман, это и разные другие там были, основатель кабалы тоже. Это все. Идиш был непосредственно там замешан с арамейским. И у Кроули арамейские используются фразы. Ну, неважно. В общем, в данном случае нам не эзотерика нужна, а язык. Так вот, коэх. Коэх. Переведем коэх. Значит, у меня нету силы. Вот, силы нету. Но сила это еще и крафт.
Вот. Wissen ist Kraft. Это знание, сила. Это лозунг такой был. Wissen ist Kraft. На идиш собраниях коммунистических. Да, и такие даже были. Маркс Энгельс Пляц. Вот. Собрание. Фун Маркс Энгельс Пляц. Аф Маргенс. Так. Так вот, коэх это сила. Сила, да? Вы видите уже тут, как она пишется. Вот. Вот. Это хэс в конце. Не путать с хэем. То есть запомните, как это. Это очень... Вот была такая вот еще поговорка. Woman darf haben moech, helft nicht kein koech. Это где... Вот, кстати, здесь модальный глагол. Darf. Это man darf. Это нужен. Где нужен ум, моэх, да? Helft nicht kein koech. Helft nicht kein это не поможет, helft это помощь, need cane, вы видели здесь отрицание, need cane. Вот оно встречалось уже, да? Need cane. Коэх, не поможет сила. Где нужен ум, не поможет сила. Вот так вот. Woman darf haben moech, helft, need cane koech. Это вот тут тоже. Ich hab schon need cane koech, mer arum zu gehen in gas. Вот. Это, ну, я сейчас как-то, можно сказать, газ. Вот газ можно на украинский манер говорить. Но это будет... Это зависит от региона, я вам так скажу. То есть я бы тут не делал каких-то акцентов строгих таких. Не. Как скажете, так и будет. За ошибку не считается. Так вот это силы больше. У меня нет силы больше. Значит... Мэрарум цугейн газ. Арум цугейн газ. Цугейн это наворачивать круги. Цугейн. Арум цугейн это наворачивать круги. Ингаз. По улице. В улице. Вот. Это фольклорный элемент, как у Филатова Баба-Яга говорила. Я фольклорный элемент, у меня есть документ. Я могу вообще отседа улететь в любой момент. А виновник генерал, интригант и аморал. Это он, коровья морда, честь царев заморал. Так, ну это я уже ухожу дальше. Хунгерик унабгерисен фундем реген нас. Это что такое хунгерик? Это вы помните, хунгер это голод, хунгерик это голодный и унабгерисен. Абгерисен это как бы не в лохмотьях. Понимаете, вот абгерисен это лохмотья. Вот такое что-то. Обдертый. В лохмотьях. Так вот, хунгерик унабгерисен фундем реген нас. Это от дождя, нас, вы знаете, мокрый, потому что ребе, нордер ребе из ройс, а насер, только ребе вышел весь мокрый. Вот так вот. Это анас, это от дождя мокро. Это они насер не стали здесь. Фундем реген нас. От дождя мокро, да. В лохмотьях и мокро, в общем, тут. Дальше. Хунереку набгересен фундем реген нас. Дальше. Их... Ну, тут хитро. Их шлеп арумзих фун багинен. Шлеп, что такое? Ну, вот вы скажете, ну, шлеп на шлепать, шлепать, похоже, такое что-то, да? Вот. Это, значит, ну, это как нищенствовать. Потому что там арумзих идет. Это их шлеп арумзих, это шлеп зих арум. Вот так, если правильно это произнести. Их шлеп зих арум, но они в поэзии переставили как им удобно. Их шлеп арумзих, это я нищенствую фун багинен. Фун багинен это от рассвета. Багинен это рассвет. То есть я нищенствую от рассвета. Дальше идет кейнер гитнит цуфардинен. Кейнер это никто, гитнит, это получается, кейнер гитнит, фардинен, это никто, гит, вы знаете уже. Возвращаемся к таблице.
Где у нас тут повелительное наклонение? Значит, это форма он. Видите, гид, да, вы помните. Да? Вот она идет. R гид. То есть никто не дает это не дает Кейнер гитнит цуфардинен. Цуфардинен это зарабатывать. Вот. Кейнер никто не дает ну, зарабатывать. Вот. То есть я нищенствую с рассвета, никто не дает зарабатывать. Это он описывает ситуацию. Да? Что тут еще? Значит, Алле Лахен Махен Фунмиршпац. Фунмиршпас. Значит, все Лахен смеются, запятая, Махен это делают, Фунмир это из меня, Фун это сложный предлог, он переводится как из, от, там разные у него значения. Вот. Будем встречаться, по ходу переводить его. Это сложный многопереводной предлог. Это фун мир шпас. Из меня шпас это шутка. Вот. Но шпас махер это шутник, весельчак. Не путать с шутом, то отдельное слово. Вот. То есть они тут делают из меня шутку, вот, но клеили махен. Это намек на то, что делают шутника. Вот такое вот. То есть, ну, прикалывается, что-то такое. Алла Лахен Махен фун Миршпас. Это, то есть, делают из меня шута. Ну, пусть будет шута, но это не шут. Вот. Такое, шутят со мной. Значит, дальше идет рефрен. Рефрен у нас припев. Значит, дальше. Коев же швейбелых антикен. Дермит цумир, не, дермит вет ир, а йосемл дерквикин. Значит, получается, купите же, коев же, вы помните, коев, да, это вы, вот я выделил. Коев же швейбелых антикен, швейбелых это спички, вот, и антикен это ретро, античные, то есть антикварные, вот так вот. То есть у него еще и спички какие-то козырные были там в лотке. Вот. То есть он стандартные папиросы с козырными спичками продавал, это важно. Это спичками подманывал. Вот. Это, вы представляете себе такая обстановка, песня писана в конец 20-х годов. 28-й где-то примерно, ну, ориентировочно, точно не помню. Вот. В интернете там сами посмотрите. Ну просто что-то отворилось. Это нищета и беднота. Вы себе представляете? По улицам шлялась вот такая вот пацанва, оборванная в лохмотьях, короче. И он ее описывал вот так вот, глядя на нее просто. Песня писалась сама. Вот он же не выдумал это с воздуха. Вот что такое капитализм, там, депрессия, всякая срань, там, безработица и прочее. Вот. Ну это я в политику уже ухожу, ерунда. Здесь это неуместно. Коев же швей был хантикан, дальше дермит вет ир, а йосемл дерквикен. Внимание, напряглись. Значит, дермит. Вы скажете, похоже на термит, на термитник, короче, это муравейник, да? Значит, где оно тут? Тут уже наслоения идут. Да что ж такое, ничего не видно. Дермит вет ир, а йосемл дерквикен. Вот. Значит, что такое дермит? Это этим с этим. Это одно слово. Не дермит, дер отдельно, как определенный артикль, а мит с это отдельно. Нет, дермит это с этим, оно вместе пишется. Вот. Теперь вет ир, это будущее время. Это что такое? Вот оно. Вот смотрите, вот если вот взять вот в этом слове вот, и закрыть вот эту вот букву, это лангернун, да, то мы получим well, да, вот. Так вот well это как will в английском, будет, вот. То есть может, тут он тянет его просто в английский, вплести сюда его тянет. И от него разные формы образовываются по типу хобум, вот эти вот и тесы окончательные, и вот вет, значит, да, это одна из форм будущего времени.
Это сложная уже грамматика, временные уже дальше усложнения, я не хочу это сейчас разбирать. Это не формат этих моих уроков. Повторяюсь, пока не будет комментов, это должно как-то обработаться, какой-то контингент это посмотреть должен людей определенный. Вот. И потом, когда они захотят больше, это и сложнее, я дам больше и сложнее. Мне это только давай, как Карцев говорил, нам это только давай. Вот. Мне тяжело вот это разжевывать настолько плотно, чтобы оно именно усваивалось хорошо. На уровне детского питания, я же говорю. Мне это тяжело. Это я бы погнал вот так вот, как так, коллеги, рассаживаемся. Зашел бы вот так вот и погнал бы высокие материи, там, сложную грамматику. Как нам в институте все это преподавали, только непонятно потом, как это сдавать. Вот в чем дело. Кто тут кому коллега? Сидят студенты по 17-18 лет, а тут препод зашел, говорит, так, коллеги, рассаживаемся. И погнал часть своей диссертации. Что такое? Так, Дермит Ветыр, Айосамл, так вот, интересно, с этим будете вы, или этим, да, будете вы. Дальше, Айосамл, гебраизм, красным выделено. Вот, что тут у нас? Сверху советский идиш, укрупняем. Вот. Снизу арамейский. Я это буду так называть, гебраистическое написание. Вот. А Йосемл, да? Вот. И Йосемл в классическом варианте. Это тот, который правильный. Это западный вестерн идиш. Это все арамейские гебраистические слова пишутся классически правильно, и советский туда не вплетается. То есть, чтобы на Западе вас поняли, учите изначальное написание гебраизмов. И, ну, скажем так, в биробиджанский вариант мы уходить не будем. Я, кстати, не читал «Биробиджанскую звезду», это газета их местная. Как они там пишут? Они гебраизмы употребляют там, если касается не религии. Вот в данном случае Йосем это сирота, Йосемл это сиротка. Вот. И он тут поет «Дермит ветыр, а Йосемл дерквикен». Дерквикен это радовать или утешать. Утешать радуя, радовать утешая. Вот такое вот. То есть с этим вы будете сиротку утешать. Вот так вот. Но есть еще слово... Здесь надо сказать, что есть слово, вот, допустим, диесойме, это сирота девочка. Диесойме. Йосем это мальчик сирота, а дер йосем, а диесойме это сирота девочка. То есть вы должны это знать. Вот. Перевод понятен. То есть я его написал здесь вот в таком варианте. Это сирота девочка, чтобы вы знали. Вот она. Ди есойме. Хей в конце. Вот. Дальше. Значит, умзист майн шрайн ун май лойфен. Умзист это бесплатно. Вот сразу, вот что такое умзист, да, вот оно везде идет как бесплатно. Но здесь, оказывается, у него есть второе значение. Я тогда догадался, что оно именно так тут проходит. Но в словаре указано второе значение. Номер 2. Это неоправданно или, как сказать, напрасно. Вот. Ну, но бесплатно первое и основное. Это умзист. Вот. Май шрайн ун майн лойфен. Это шрайн, вы помните, это кричать. Я не помню, говорил я вам или нет. Шрайн, да. И лойфен это бегать. Это значит, то есть напрасно мои крики. Шрайн это же еще и множественное число. Вот, вы помните, это может быть или инфинитив кричать, или множественное число, может быть словарное. Если крик, да, допустим, и получается от него образовано, вот, множественное число. Май шрайн, и моя беготня, он май лойфен, мои крики, умзист, напрасные, моя беготня. И дальше идет кейнер вил, Бамир нит койфен. Вот тут интересно. Значит, Кейнер это никто, вы помните. Вил проходили уже не отмажетесь. Вот. Это от Велн хотеть. Я подпишу, чтобы вы примерно поняли. Хотеть, вот это знать. А то только я знаю, а вы не знаете, получается. Так это не кошерно, так нельзя. То есть велн хотеть, да, висен знать.
Вот теперь вы знаете это, что вот это. Вот. И вот смотрим, как значит, will, да, вот. Эта форма will, вы знаете, что это уже будет от well, хотеть. Это что-то из модального глагола. Это, и у нас keiner will, бамир нит койфен. То есть никто не хочет, смотрите, это если дословно, keiner will, никто хочет, ба равняется бай, бай это старопортофранковская, староадамовская. Вот, в натуральном, значит, кегенварте, это в настоящем времени, используется бай. Это бейс и дифтонг ай. Вот, а бай это старопортов. Значит, и дальше кейнервилл, ба мир, это у меня, значит, нит. Видите, отрицание, то есть не хочет, сюда его перебрасываем. Тут никто хочет у меня, а потом не, значит не хочет, они тут поменяли, это допускается. Нит койфен, никто не хочет у меня покупать. Вот так вот это переводится. И поэтому вот он все это описал, что он в лохмотьях, все мокрый, короче, вот это все плохо. Короче, с него что-то делают, сироту, значит, его обижают. Так, Ойс гейн well, их музен виагунд. Так вот, что тут надо сказать? Есть такое слово, я говорил, что умзист это бесплатный, вот, но еще и напрасный. Вот умзист шрек это напрасный страх, шрек, вот, напрасный страх, беспочвенный, необоснованный, неоправданный, вот так вот, умзис шрек. Вот. Значит, и это по дерминту надо сказать, воз тут мен дермит. Воз тут, вы знаете, что тон тут, это, ну, как делать, воз тут мен дермит. Это что делать, ну, как с этим. Мэн, я дам его отдельно. В этом уроке не дам. В следующем. Я помечу тут красным. Оно требует дополнительного объяснения. Вот. Понимаете, мне приходится вам объяснять понятнее, чем это изложено у Фальковича, Шапира, Шульмана и Сандлера. То есть цените это, цените. Поэтому я не могу взять просто и прочитать у них кусок какого-то ихней отсебятины, там, типа коллеги рассаживаемся, понимаете, и чтобы у вас это в одно ухо влетело, в другое вылетело, и вы дурачком остались. Так ничего и не поняли. Номера такие не проходят. Если объясняю я, у вас будет все понятно. Дальше. Значит, always gain well. Это well, вы помните, что в вилле он не встречается. Вот, но я говорил вам, well это форма будущего времени. Если тут лангернун закрыть, то есть always gain well это что-то будущее. Always gain это выход души, там, умерщвление, вот такое. Ну, в общем, нехорошее это дело. Это как always gain fun hunger, это умирать с голоду. То есть, ну, это always gain это идти, а always это выходить из иди, вот такое вот что-то. Это религиозное слово, применительное к умирающему. Вот так вот. Типа выхода души, там вот такое. Always gain well, их музен. Музен, вы знаете, я говорил, это модальный глагол. Вот, он переводится как вынужден. Вот. То есть я вынужден буду умереть. Вот, виагунд. Ви это как, а гунд это собака. Это вы из немецкого можете вспомнить. Вот, то есть вот так вот оно выглядит на письме. Always gain well, их музен, я выделил, да, модальный глагол. Wir Hund. Пункт. Точка.
в общем-то, все. Это разбор этой песни закончен. S. Als, Limit Gendigt, Danken for Aufmerksam. Остальное в следующем уроке, числительные тоже в следующем уроке. Это по Мэну я помню. Это Мэн и Кейн надо будет давать, потому что это уже оно часто начало попадаться, чтобы от него отмазываться. Woman darf haben moi, help nicht kein koech. Это или Азме Зухт Гефиндмен. Тоже Мэн, понимаете? Гефиндмен. Вот, то есть его надо будет объяснить отдельно. Все, Limit Gendigt. Es als. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. До следующего урока.